Доброго часу доби. Це Прайм на телеканалі АТР. Це час, коли ми обговорюємо найважливіші для України, Криму, світу теми. І головна тема, звісно, була, є і буде наступними часами, наступними місяцями, тижнями, місяцями. Це війна, повномасштабна війна, напад Росії на Україну. І всі наші гості, вони говорять саме на цю тему, але з різних сторін. І сьогодні я дуже радий, що знайшов час долучитися на наші розмови і поговорити зі мною, з вами. Людина, до якої я маю велику повагу, не за те, що просто вона щось каже, а за те, що вона діє. Це колишній росіянин, людина, яка давно живе в Лондоні, але там не задоволення отримує через великі вкрадені гроші колись, як деякі олігархи, а бореться проти російського режиму, але не лише, а ще й дуже проукраїнська людина. Часто буває в Україні, підтримує Україну, не каже, що все не так однозначно, але ж я затягнув представлення. Це Андрій Сидельников, голова, лідер, засновник і тощо руху «Говорите громче». Я все правильно сказал, Андрей? Да, совершенно верно. Приветствую, Айдер, приветствую зрителей. Я перейду на трофейну мову і одразу запитаю, що ти робиш зараз у Києві, і взагалі, що тебе, як людина, яка має, ой, я б не перейшов, да? Все одно ти розумієш, як людина, яка має безпосереднє відношення до запровадження і посилення санкцій проти Росії і проти окремих персонажів Російського рейху, які останні новини з цього фронту, а цей фронт дуже важливий, про це нам каже і Дмитро Кулеба, і всі інші люди, які докладають зусиль для того, щоб ця удавка на шиї Російського рейху була якомога швидше затягнута. Да, ну вот я приехал, уже почти 2 недели нахожусь в Киеве, ну вот, и я решил, во-первых, поддержать своих друзей, которых у меня многочисленное количество в Украине проживает в разных городах, и я с ними был на связи все эти месяцы. Кто-то, как мои друзья в Харькове, сидели месяц в подвалах и спасались от бомбоубежек. Вот приехал своими глазами посмотреть, что происходит. Я съездил в Бучу, в Ирпень. И, конечно же, не то, что перевернуло у меня все. Я следил за международными сообщениями и агентствами, которые писали то, что происходило в Буче. Но когда видишь это, конечно, своими собственными глазами, совершенно по-другому воспринимается все. Вот я обычно до войны, у меня достаточно жесткая риторика была по отношению к путинским наймитам, пособникам и всем остальным. Но после посещения Бучи и Ирпени я просто, уверен теперь в стопроцентности своей позиции, и она уже стала еще жестче. Я считаю, что каждый, просто без исключения, пособник фашистского этого режима Путина должен получить возмездие. Мы этот проект организовали движением «Говорите громче» прямо с начала войны, с 24 февраля. И вот в Великобритании мы в правительство направляем, уже 4 пакета наших предложений по санкциям направили. Там больше 450 фамилий было. На сегодняшний день из нашего списка было принято где-то 223 фамилии, что-то такое. Не все, конечно, удается протащить через власть Великобритании, но хотя бы что-то сейчас получается, потому что, как ты знаешь, Айдер, 10 последних лет пытались заниматься, а вплотную санкциями занимаюсь лично я последних 5 лет. И были встречи и с парламентом Великобритании, с членами этого парламента, с разными комитетами, с представителями правительства Великобритании. В 2018 году мы с нашими соратниками ездили в Соединенные Штаты, в Конгресс, встречались с сенаторами. Мы список привозили санкционный, с конгрессменами встречались, рассказывали, что необходимость существовала давно. Мы пытались донести до западного общества, что такое путинская Россия, и с чем ее едят, и к чему это может привести. К тому, что привело к 24 февраля, мы все это видим сейчас. Но об этом предупреждалось некоторыми людьми. Раз ты был один из немногих, которые постоянно
говорил, но было все без толку. Да? Мы видели прекрасно, что Запад открылись глаза только когда начали бомбы падать на мирные города Украины, убивая женщин, стариков и детей. И только после этого уже санкционная машина, она не то что начала двигаться, она побежала. Сейчас она протормаживает, безусловно. Ну вот, и не все находятся люди, которые должны быть в этих списках. У нас в Великобритании, только одной Великобритании десятки тысяч пособников проживает, которые имеют многомиллионные состояния и которые сейчас вот выстроились вот в этот настоящий момент, выстроились в очереди в разные адвокатские конторы и в конторы по недвижимости, чтобы переписать с себя эту недвижимость и переписать на тех людей, которые не причастны к путинскому режиму. Там рыльца в пушку через одного в российском этом обществе в Великобритании. И они, конечно, дрожат как осиновые листы, потому что понимают прекрасно, чем они занимались последние 10 лет. Отправную точку мы решили поставить по пособникам. Это третий незаконный срок Владимира Путина, 24 сентября 2011 года, когда он был выдвинут «Единой России» на третий незаконный срок. И вот с того момента мы считаем, что каждый этот пособник, начиная с той же самой Хаматовой, которая была одной из главных действующих лиц его предвыборной кампании, агитировала за него, потом призывала Северную Корею Россию превратить, потому что это лучше для нее, по ее мнению, чем революция. И сегодня она смоталась в Латвию и прекрасно сейчас там существует. Плачет, надрыв на телекамеры, рассказывает, что она 20 лет не смотрела телевизор. И, вот такая бедная несчастная. Кстати, буквально только что пришла новость, вот, когда мы начали эфир, Латвия приняла решение разорвать соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере культуры. То есть, вот только сейчас, Айдер, да, то есть мы говорили уже годами о том, что необходимо просто запретить вот этот русский мир, который они несли во все щели по миру, эти путинские наймиты. Нет, и принимали, ходили на концерты, покупали билеты люди. Прекрасно все сидели на всех стульях. А сегодня пришла пора полностью заблокировать этих тварей по всему миру. Вот этим мы в Великобритании занимаемся в первую очередь. И у нас пока за последние года ни одна путинская крыса не проникла со своими русскомирными песенками и спектаклями. Ну, я хочу тебя поздравить, во-первых. Я знаю, что ты очень много сил вкладывал во все это, и казалось, что эту стену пробить невозможно. И даже сейчас есть проблемы. Но я думаю, что в итоге никто не уйдет от санкций, по крайней мере, какого-то основного круга. Ты говоришь, что они все боятся, страшно. А ты не боишься за свою безопасность? Слушай, я уже отбоялся, наверное, да, я достаточно был испуган, когда убили моего друга Бориса Немцова, и тогда, я честно могу сказать, я полгода, честно, в Лондоне, оглядываясь, просто перебежками бегал, потому что действительно, был как-то испуган. Потом был эпизод, когда было заказано мое убийство, это, по-моему, 18-й год был. Тоже было достаточно. А что бояться-то? У меня нету финансов, лишить меня мало чем можно. Да, они пытались там в суды на меня подавать. А взять с меня нечего, по большому счету. У меня не было никакого такого пути к кормушке, как у них. У меня не было возможности, и никогда просто я себе не позволял, украсть ни один рубль, ни одну копейку. Это прекрасно знают мои оппоненты и мои враги, потому что на этом поймать меня просто нельзя, потому что просто не было случаев никаких и возможностей. Я всегда финансово стараюсь просто от себя отодвинуть все вопросы по тем или иным вещам, когда мы занимаемся, подготовкой разных акций, подготовкой мероприятий, чтобы просто финансовую сторону ко мне вообще не касалось, чтобы занимались другие люди. И просто чистоплотность люблю больше всего в этом смысле. Но они, конечно, и пытаются сейчас. У нас просто такая идет волна перекрашивания в Лондоне, это что-то. За 2,5 месяца перекрасились такие индивидуумы, которые последние 10 лет просто были плоть от плоти этого режима, которые получали деньги от Россотрудничества и от посольства, просто жили за счет этих средств последние 10 лет, а сегодня они пишут, что они всегда были против Путина, они не одобряют войну и вообще они за Украину.
Одна такая особа, даже называть не хочется ее пиарить, это имя, она написала «Украина, Украина». Да, она первый раз в жизни написала «Украина» только в конце февраля, в начале марта. Потому что все эти годы она полностью обслуживала значит, российскую мафию, российский режим, представителей бизнеса и всего остального. И таких полно. Посмотрите, как Тинькофф перекрашивается сейчас, который провозглашал Путина царем. Мы написали в одном из первых наших писем, у нас 4 было пакета, которые мы передали, вот сейчас готовится 5-й пакет по санкциям правительства Великобритании. В одном из первых пакетов мы Тинькова упоминали также всю его семью, на которую он часть активов переписал. И он теперь как бы опять такой перекрашенный весь, плачется. Они все почему-то плачутся, вот эти богатеи, которые нажились на российском народе. А им что, особенно тяжело сейчас, да? Как-то живется особенно тяжело, да? Им вообще не тяжело живется. Они все врут. Вот когда вышли статьи у представителей Альфа, проживающих в Лондоне, Фридмана и Авена, вот в частности этих двух лиц, там в Альфе есть много других, они как-то молчали. И в прессу особо не выдавали свои этот плач Ярославны. Так вот, после этих писем я делал такой объезд главных домов олигархов в Лондоне. Я снимал это для канала Марка Фегина «Фегин Лайф». Мы делали программу, я рассказывал об этих домах, сколько они стоят. Ну вот. Так вот, например, у Фридмана, который выпускал статьи о том, что ему как плохо живется, что ему некогда, не из чего даже уборщице заплатить, а там такой особняк, я даже не знаю, сколько там вообще площадь, по большому счету, там просто необъятный, просто огромный замок. Ну вот, у него охрана, у него все в порядке с личным составом помощников, все работают, все продолжают работать. По моей информации, а у нас все-таки Лондон такая, знаешь, большая русская деревня. И утаить очень сложно что-либо. То есть, в общем-то, здесь вот даже пытаться, можно не пытаться что-то утаивать, все равно это станет как бы явью. Вот мне там со всех концов Лондона приходит сейчас эта информация в наш проект «Возмездие». И вот по моей информации выиграли даже люди, которые работают конкретно на Фридмана. Да, действительно, официальные счета заморожены, официальную зарплату они не получают, ту, которую получали, но они получают каждый месяц эквивалент в конверте, и та зарплата, которая у них капает за время официальную, они ее в дальнейшем все равно получат, когда будет, активы, когда будут забираться, там нужно будет банкротство, видимо, предъявлять или какие-то еще вещи, но они будут в первую очередь в получении этих денег, то есть они получат двойной гонорар за все эти вот месяцы, например. То есть они не накладывают. Да, но смотри, а что делает такой известный оппозиционный деятель, как Михаил Ходорковский, который тоже, как известно, живет в Лондоне? Я недавно прочитал его чудесный пост, я так думал, что все-таки что-то изменилось с начала войны, правда, что с начала большой войны, но что-то изменилось там, все-таки он говорит, что да, Украина там, действительно там, мы за Украину, все дела, Кремль преступник, все дела. Потом он пишет фразу, от которой у любого украинца волосы станут дыбом. Он пишет: украинцы все эти годы жили своей жизнью, там воровали. Это важно упомянуть сейчас, что кто-то там воровал, да, но он всю жизнь праведно прожил. Мы же знаем, Михаил Борисович, что олигархи — это праведники мира, такого мира чистоганы, я бы сказал. А дальше пытались, это украинцы, пытались вернуть свои территории на Донбассе, как мы в свое время в Чечне. То есть вот это ты был в Буче, я хотел тогда еще тебе уточнить, когда ты про Бучу вспомнил, да? Там теми же самыми методами, как в Чечне когда-то, воевали, если так можно сказать, маньяки-террористы. Убивали детей, насиловали женщин. Там. Один в один кадры, как хроника чеченской первой, да и второй войны, да? Вот. И то есть вот эта армия террористов, настоящих, убивающих мирное население, оказывается, занималась тем же самым, вот, что и вооруженные силы Украины, то есть пытались территорию вернуть, они в Чечне, оказывается, они уничтожали женщин, детей и вообще всех подряд, сотнями тысяч. Вот. Но это как моральная сторона вопроса, а теперь сторона вопроса политическая. И все-таки один из столпов такой антипутинской оппозиции, типа, которых там в мире прислушиваются, пишет: у нас все еще есть возможность. То есть это главное, о чем должен думать мир сейчас. Вот прям вот сели, напряглись и вот забыли про все, про Мариуполь. И вот главное сейчас сосредоточиться вот на этом. Главное вот не упустить эту мысль.
У нас еще есть возможность сохранить страну как реальную федерацию, а не развалиться на 5-7 воюющих ядерных недогосударств. Но для этого мы должны помочь закончить с этим режимом быстрее, там, т.д. То есть нигде не говорит о том, вообще ни один русский оппозиционер, ну, может, ты слышал, чтобы ядерное оружие должно быть навсегда сдано. То есть не оправдали доверие человечества. Я об этом говорю. Я об этом говорю с самого начала. Да. Вот. То есть сохранить, и желательно еще не 5-7 воюющих, это пугают они заранее, воюющих ядерных государств, а желательно одно не воюющее, но ядерное, а другие оппозиционеры говорят, и мы поможем противостоять Китаю, то есть оставьте нам ядерный статус, да, но когда Путина типа не будет, и вот прекрасная Россия будущего с ядерными боеголовками продолжит свою счастливую демократическую жизнь, ну, наверное, лет 5 там это протянется, имитация, пока там с голодухи не наедятся, а потом, как при Ельцине, опять начнут Чечня, опять начнут Украина и все такое прочее. Вот что это за подход и вообще насколько авторитетно мнение подобных аналитиков по России на сегодняшнем Западе, в Британии в частности? Ну, я начну с того, что я, честно говоря, перестал следить за тем, что выпускает Михаил Ходорковский в своих социальных сетях. Мне это не очень интересно, я не согласен с ним по всем параметрам, то есть даже рассматривать, по большому счету, не стараюсь просто действительно это не читать, чтобы просто не рассматривать этот текст, не раскладывать, да, потому что там вот, можно каждое предложение просто вот начать обсуждать, но время тратить на вот это безумное, значит, переубеждение, что ли, я не знаю. Ну, это бесполезно просто, бесполезно. Вот. Единственное, что я вижу в Лондоне, деятельность Ходорковского была свернута. Есть только, значит, вот рекламируют они некий фонд «Ковчег», по-моему, называется, который, вот смотри, слушай внимательно, да, который занимается тем, что помогает российским беженцам, которые бегут сейчас от путинского режима. Я когда об этом услышал, я чуть не поперхнулся. Какие нахер российские беженцы? Но из-под украинских бомбежек, из-под ковровых бомбометаний, из-под ракетных украинских обстрелов бегут несчастные беженцы, да, с детьми, с ампутированными конечностями бегут. Бегут в никуда, бегут без денег, да, вот так вот и все подается. Это. Значит, 22 года было у этих людей, как минимум последние 10 лет. Последние 10 лет и я, и другие оппозиционеры, находящиеся за рубежом уже, предупреждали, говорили, просили и предлагали уезжать определенному ряду оппозиционных деятелей в России. Нет, вот как об стенку горох. Значит, а теперь побежали все эти, значит, так называемые либеральные журналисты, которые у себя в социальных сетях такие продвигали себя такими оппозиционерами режиму, однако это не мешало работать и получать деньги от путинских структур. Да? И там до любого, вот, я не знаю, просто надо рассматривать прям каждого единично, вот, индивидуально. Кого не возьми, так все сидели на всех стульях, всех все устраивало. Ходили, значит, на праздники Эхо и вместе с Симонянцем и со всеми этими пидорами они, значит, обнимались, фотографировались постоянно. Значит, все у них было нормально. Потом приходили с этих Сабантуев, и, значит, они оппозиционерами становились срочно. Как день зарплаты, так они бежали, получали от путинского режима эту зарплату. Какие нахер беженцы вообще сейчас могут быть из Российской Федерации? О чем вообще речь? Ходорковский что, сдвинулся совсем уже как бы на старости лет? А посмотри, какую там компания в этом у Ходорковского. Марат Гельман. Главный вообще такой у нас АПшная мурзилка. Самый пострадавший, самый пострадавший россиянин, я думаю. Самый пострадавший россиянин. Сейчас он в Тель-Авиве устраивает, значит, эти посиделки. Да, значит, денежки собирает себе в карман. А остальные, ну там просто, даже вот не хочу об этом говорить, потому что могу сказать только одно. Вот если Михаил Борисович вдруг покажет это видео, да, Михаил Борисович, а вы приезжайте в Киев хотя бы. Что же вы сидите в Лондоне-то? Приедьте и посмотрите, что здесь происходит. Может быть, тогда вы будете по-другому писать свои прокламации и тексты.
Ну, я думаю, что Андрей, никто его тут особенно не ждет. После того, как сравнил вооруженные силы Украины с русской карательной армией в Чечне, это вообще просто, я не знаю, надо быть сумасшедшим абсолютно, причем каким-то даже не городским, а каким-то дремучим сумасшедшим. Но мы не будем его обсуждать. Я вот ты упомянул господина Гельмана, только на нем хочу остановиться и попросить чуть подробнее рассказать, потому что этот человек давно проник в такую богемно-элитную тусовку украинскую, ну, до войны, по крайней мере, так было. А как ты думаешь, он еще попробует, но он при этом всегда, как я понимаю, был близок с Кремлем, работал на всякие пророссийские структуры в Украине, и это они, по-моему, с Глебом Павловским, да, это как два таракана, как у Подревянского Марат и Глеб, придумали вот эту восточную и западную Украину, три народа, там какие-то, вот это чушь собачья, да, я же тогда не жил в Украине. Вот, а украинцы-то помнят. И сейчас, значит, где-то Глеб Павловский, где-то в эфирчике, значит, тут подтягивается, значит, по крайней мере, в русско-либеральные какие-то. Да. А Марат, значит, какие-то планы на Украину строит. Если ты что-то в курсе, скажи, потому что это тоже часть войны за смысл и часть войны против этой гибридной агрессии. Ну, я совершенно убежден, что такие люди, как Марат Гельман, пролезут в любые щели, если им по рукам не дать. А почему-то украинская власть все эти годы не замечала. Но у меня вот было, я пока еще нахожусь в Киеве, я хочу попробовать встретиться с представителем Генеральной прокуратуры Украины и вообще, собственно говоря, переговорить о подобных перевертышах, которые сегодня якобы выступают за Украину, а на самом деле преследуют свои собственные личные интересы. И в том числе, в первую очередь, финансовые. Марат Гельман, безусловно, после войны будет одним из первых, который перебежит в Киев и будет рассказывать, какой он друг Украины, как он много помогал все эти годы, и как будет он этот русский гребаный мир дальше сюда пропагандировать и вносить. Вот будет один из первых, вот увидишь. Вот как только закончится война и подпишется капитуляция России, тогда они все будут на перегонки бежать сюда. Смотри, меня, Андрей, не столько интересует их личные выгоды. Пусть ли украинское правительство вообще. Вот в этом сейчас Андрей, секундочку. Очень немножко тяжело, когда по скайпу. Я прошу прощения, что тебя перебил. Сейчас скажешь все, что хотел. Меня больше интересуют не их личные выгоды. Как бы это второй вопрос. Да? Меня интересует, чем сейчас занимается вот этот потусторонний русский мир, все эти Овсянниковы, да, которые стали героиней даже у определенного сорта людей в Украине, да, все эти Дмитрии Быковы, которые вдруг осознали, что это рейх, и начали учить украинцев жить, что с Навальным нужно дружить, там, всех обнимать, целовать. То есть речь не о войне, то есть они живут в прекрасной России будущего, а они в той Украине, которую эта Россия уничтожает каждый день и убивает, да. Вот какова их сейчас и на перспективу политической роли? Нет ли ощущения, что какая-то группа людей отрабатывает какой-то вариант «Б», что готовится какой-нибудь съезд, там, типа альтернативы Путину, что вот дедушка старый, а мы молодые. Это я так вот просто набрасываю штрихами. Ты лучше это знаешь ситуацию? Ну, я, честно говоря, не слышал об этом, да, по поводу новых введений, но с них-то станется. Здесь немножко другое дело. Эти люди просто не способны на какое-то либо действие. Они умеют только болтать, они умеют только выгодно для себя по карманам распихивать разные суммы, и на созидание они просто не способны. Поэтому ожидать от них... Они могут, конечно, провозгласить какой-то там, не знаю, там орган или какой-то форум, новый съезд. Но я был участником и организатором разных мероприятий за там, более 20-летнюю свою политическую общественную деятельность. Поэтому совершенно точно убежден, что эти люди не способны, не смогут. И у них самое главное, что нету задачи. Их задача пиариться и, значит, обрабатывать толстосумов для получения прибыли. Не более того. Ну, скажи мне, пожалуйста, вообще, давай все-таки перейдем по конкретике, чуть ближе к конкретике к рейху непосредственно. Я всегда так скептически относился к словам разного рода болезнях Путина, но я примерно представляю, человек 22 года у власти, даже больше. Человек имеет неограниченные финансовые ресурсы.
То есть, грубо говоря, ему любую диагностику проведут там за миллиарды, там, ну и так далее. Да? То есть сложно как-то пропустить какую-то болезнь, учитывая осмотры. Мы видим, как он боится даже подходить к людям. Ну, то есть там человек о себе заботится невероятнейшим образом. Да? И вот, с другой стороны, недавно Кирилл Буданов, начальник, глава Главного управления разведки украинской, сказал, что по его данным, я практически цитирую, ну по смыслу, по его данным, Путин неизлечимо чем-то, ну, видимо, онкологическим болен, и в его окружении уже идут брожения, и есть основания думать, что они хотели бы, не то, что он не сказал, что они его заменят, да, но они хотели бы его заменить. Есть что сказать по этому поводу, потому что, конечно, я понимаю, что это типа все простых решений, наверное, не будет, но, конечно, все хотят на эмоциональном, на любом другом уровне, чтобы каждый день войны не был следующий, да, чтобы как можно быстрее главная проблема персональная была решена, от нее уже начал разматываться клубок в обратную сторону, чтобы меньше людей погибло просто, да. Вот насколько Ну, это конечно, вероятно да. вообще? Сопротивление в России, даже широко ответь, я вообще не перебивать ничего не буду, пока ты сам не скажешь. Вот просто в верхах или какой-нибудь там, я не знаю, какие-то бунты, там, военкоматы жгут, и во что-то это может вылиться. Или межнациональные какие-то проблемы, потому что, вот, например, дагестанцы гибнут, а чеченцы совсем нет, ну, имею в виду кадыровцы, да, их берегут, да, буряты гибнут, а русские, допустим, москвичи, это карта я видел недавно, не гибнут практически вообще в этой войне. То есть кого-то уничтожают, кто-то белая кость, кто-то пушечное мясо. Вот такой разлогий, но подробный анализ возможных вариантов каких-то внутрироссийских событий общественно-политического, не революционного, там, Мгм. тектонического, локального характера. Ну, значит, ну смотри, по моей информации, у меня есть определенные источники по поводу болезни Путина. Да, действительно, то, что мне известно, Путин болен, у него две болезни, как минимум, это Паркинсон и рак. Он постоянно на препаратах. Препараты действуют очень недолгое время, ему нужно за день сменить там 5-6 инъекций сделать. Значит, и он во время получения инъекции он достаточно бодр, энергичен, и, в общем-то, с внешней стороны почти нельзя сказать, что он болен. Хотя я думаю, что многие зрители, кто там наблюдает за новостями, видели его встречи якобы в Кремле. На самом деле все это записывается в бункере. У него он последние 4 года из бункера почти не выходит. Да, и там съемка, наложение. То есть сейчас технологии позволяют сделать разный монтаж. У него трясется рука. Да, то есть это будет болезнь Паркинсона, которая она прогрессирует последний год. Последний год это будет стало просто заметно. Об этом знает его окружение. Оно его боится. Оно боится друг друга. Они не доверяют совершенно никому. Они поэтому не могут объединиться в определенную как бы группу в связи с тем, что ну, каждый себя видит следующим преемником. И никто не готов, значит, отказываться от этого первого места. Все готовы ждать, когда Путин отбросит копыта. Ну вот, действительно, медицина его поддерживает. Мы не знаем, насколько это будет возможно с любыми деньгами. Слушай, ну вот на Западе очень богатые миллиардеры, да, ну тоже не могли продлевать свою жизнь до бесконечности. Поэтому это не все зависит от денег. Ну вот, поэтому он действительно в достаточно плохом состоянии бывает между вот этими уколами. Ну, вот. Но когда в уколах, он более-менее адекватен, но в связи с тем, что у него уже за долгие годы совершенно измененная картинка мира, и у него такое созданное зазеркалье специально для него, мы все знаем прекрасно, что телевизор работает для одного конкретного персонажа, и вот эта вся там 8-летняя пропаганда, весь этот трэш, который с российских пропагандистских каналов выливался ежедневно, ежечасно, значит, в головы вливался российскому зрителю, он, ну, не прошел тоже даром, как говорится. Вот. Верхушка военная понимает прекрасно положение и ситуацию в Украине и на войне. Они прекрасно понимают, что поражение им не миновать в связи с тем, что все-таки на сегодняшний день воюет не только Украина, да, а весь мир, по большому счету, цивилизованный мир встал
в защиту Украины, в защиту украинцев, ну, конечно, в первую очередь себя самих, потому что все прекрасно понимают, что идет не война между Россией и Украиной, а это Третья мировая война. В том или ином виде она вот в 21 веке вот таким образом проявилась. Поэтому все прекрасно понимают, и в первую очередь, кстати, правительство Великобритании. Мне очень приятно, что наконец-таки Борис Джонсон и его кабинет, и парламент, даже, в общем-то, оппозиция в Великобритании единым фронтом сейчас выступает в поддержку Украины, украинцев, и очень много делает вообще для того, чтобы путинский режим был уничтожен. Ну вот. Так вот, по путинский режим. Вот умрет Путин, это не означает прекращение войны. Да? Ведь проблема ведь уже не в Путине, а в самой этой системе, которая создана. Прошу прощения. В самой системе. И вот это вот эти щупальцы, они настолько глубоко проникли внутрь российской действительности, что поменять одним только вот ударом табакерки Путина и придет как бы другой. Ну, будет Патрушев, будет Шойгу. Какая разница, да? Здесь российское общество, ну, как объяснять, что проиграна война? Вот я не знаю, как они это будут делать, когда придет время подписывать им капитуляцию. Уже слово «капитуляция» используется, хотя не по прямому назначению, а... Да. Я, может быть, не знаю, какой-то, может быть, какой-то секрет скажу, потому что это пока не очень... информация публичная. Значит, в Америке посол России Антонов уже публично заявил это слово капитуляции, но не в рамках того, что Россия его будет делать. Никогда не будет капитуляции. Они начали использовать это слово. Это уже большой путь. Более того, мои источники в русском сообществе в Америке поговаривают о том, что посол Антонов, первое, не очень хочет возвращаться в Россию. Прекрасно понимает, он очень, достаточно умный человек, прекрасно понимает, к чему все идет. Он прекрасно понимает и видит уже свою собственную участь на этом суде международном. И более того, есть определенная информация, что рассматривается возможность им и его семьей прошения политического убежища в Соединенных Штатах. Не знаю, насколько это правда. Да, не знаю, насколько это правда, но похоже сейчас на то, что такие отголоски приходят из разных стран. И в России уже действительно разворот и шатание идет в высших эшелонах власти, потому что прекрасно все увидели, они 8 лет смеялись над санкциями, такими беззубыми, которые Запад вводил после аннексии Крыма. А сегодня мы прекрасно все видим, что санкции заработали. Теперь они их боятся. И они, конечно же, понимают, что их наворованные капиталы пришел, в общем-то, конец. У них все это отберется. Мы сейчас выступаем в Великобритании за то, чтобы у подавляющего количества россиян, проживающих, в первую очередь в Великобритании, были заморожены активы. Эти активы были официально отобраны, но нужно проводить в парламенте, соответственно, поправки в законодательство, потому что это все-таки западные страны правовые, и нельзя так вот взять, захотеть и забрать. Поэтому сначала нужно провести поправки, и потом полностью отобрать это имущество и заморозить счета, и эти средства передать в дальнейшем на восстановление Украины. Потому что, честно говоря, я не очень понимаю, и даже не то, что понимаю, не очень могу распознать желание, допустим, английских налогоплательщиков, которые должны оплачивать, путинские преступления. Нет, при том, что это все есть в Британии, просто бери, законы принимай и отдавай это Украине. Это огромные средства. Это миллиарды фунтов. Это сотни миллиардов, на самом деле. Если копнуть глубже, то действительно одна только Великобритания может помочь на 1 триллион фунтов. То есть это полное восстановление Украины, фактически, то, что сейчас на данный момент разрушено террористами российскими. Я надеюсь, что этот процесс ускорится, надеюсь на это. И хочу уточнить у тебя по немножко внутренним делам еще. Вот про верховые какие-то вещи мы сейчас немножко поговорили, а возможен ли такой низовой пункт, конфликт национальный, конфликт на почве чего бы то ни было в Российском рейхе сейчас или в ближайшем будущем, или почвы для этого нет пока и не предполагается, или все будут верными фюреру, да, будут ворчать но все-таки фюрер есть фюрер, Россия великая и все такое прочее. Пока не будет включен российский телевизор, пропагандистская вот эта машина не будет выключена хотя бы на месяц,
все будет продолжаться в более-менее в таком как бы режиме. Да, будут конфликты, да, будут подгорать, как мы видим сейчас, разные военкоматы, или какие-то здания, или какие-то научные исследовательские институты, которые вооружением занимаются. Ну, это партизанская война, которая только начинается. Да, она будет, безусловно, разрастаться, но говорить о том, что это будет в ближайшие прям недели или месяцы, мне это сложно, я не вижу таких предпосылок для широкомасштабной партизанской войны. Но то, что я в чем убежден, это точно, что после капитуляции России, Россия в той конфигурации, которая сейчас существует, ее не будет существовать. Она действительно распадется, и не на 7 частей, она распадется на много частей. И будет достаточно кровавая гражданская война. Потому что вот отместка вот за все эти унижения, за все то, что происходило последние 2 десятка лет с российскими гражданами, которые в массе своей живут за чертой бедности, да, и почему вот эти все возникли мародерства, вот эти стиральные машины, технику перли. У этих людей просто для этого не было, они слаще морковки ничего не видели. Понимаете, если мы говорили о периоде там, Советского Союза, когда все население, за исключением только элитки, слаще морковки ничего не ело, да, то все-таки российские времена при Борисе Ельцине, когда люди увидели свет в конце тоннеля, все-таки тогда, что было стремление к демократии, шаг за шагом очень сложно, действительно, через разные там, и преступления в том числе, но этот свет был виден. С приходом Путина этот луч был полностью уничтожен, замурован, и это такое темное царство. Никакого света и будущего у детей в России нет на сегодняшний день, и это тоже стало понятно многим. Поэтому вот распад России и гражданскую войну я могу предсказать достаточно такой долей уверенности. Что же касается там межнациональных конфликтов, ну, они периодически проходили и без военных действий. Я думаю, что это, может быть, и будет продолжаться. Что касается Чечни, то действительно, конечно, это у нас такие пиар-войска ТикТока, да, значит, чеченские так называемые боевики, которые являются просто трусами, которые там записывают, даже не находясь в Украине, эти ролики, тоже доказано, ну, работает на массовую аудиторию. Многим нравится «Сильная рука». Действительно, кадыровцы держат достаточно большой процент населения в ежовых рукавицах. Они обладают большими ресурсами, как финансовыми, так и военными. И, в общем-то, я рассматриваю там кадыровцев как одну из таких сил, под которую могут лечь те же самые силовики из Москвы. И уже но смотри, есть еще одна версия, вот, Андрей. Дело в том, что, вот как мы говорим, как Севгиль Мусаева говорит, что все началось с Крыма, все закончится Крымом, да, ну, что касается вторжения русских в Украину. И когда русские говорят, как этот посол Антонов, повторяют вдруг ни с того ни с сего мантру «Крым навсегда российский», я вспоминаю, как Гитлер говорил «тысячелетний рейх», там вот это все, вечная Германия, вечная империя, которая продержалась там всего ничего. Да, это говорит о том, что просто вор знает свои перспективы подсознательно, и у него это все выплескивается. Но что касается Чечни, кроме там запуганных кадыровцами людей, есть еще огромная, многосоттысячная иммиграция чеченская, которая ненавидит этих кадыровцев, которая из-за этого, собственно, из-за российской оккупации, из-за манкуртов этих оказалась в европейских странах. И действительно много, и если они объединятся и в тот момент что-то предпримут, то именно с Чечни может и начаться обратный отсчет. То есть с Чечни же началось, с этих ельцинских мечт про покорение народов, про сохранение империи и так далее, подхваченных Путиным, который их как наркотики выдал, значит, россиянам. Вот теперь, значит, добрались до Украины. А вот как то ощущение... Вот еще хотел о Путине тебя спросить немножко. Сегодня была такая новость со ссылкой, которая на британскую, которая на западную разведку, о том, что Путин, внимание, управляет боевыми действиями на территории Донбасса на уровне полковника или бригадного генерала. То есть человеку докладывают ситуацию в конкретных населенных пунктах, в конкретных районах. Он участвует онлайн, понятно, что он никуда не выходит, да, но он как бы присутствует в этой мясорубке, да, которую тут его террористы устраивают. Он дает команды, и шире от этого мы можем сказать, что это он дает команды там ракетами обстреливать Львов, там, ракетами обстреливать там, и то, и это, там, разные места. И дальше, о чем я предполагал, но теперь я абсолютно в этом уверен, что
и бесчинства в Буче, мы знаем как бы русскую армию, но она так себя ведет только когда точно знает, что им от своих ничего не будет, от начальства. И, значит, командиры получили приказ такой: насиловать, расстреливать, убивать. Иначе бы они в спины так легко не стреляли, да? Они точно знали, что ничего не будет. И есть даже подозрение такое у меня, что и по конечным адресатам всех этих видео пыток, всех этих фотографий мертвых украинцев замученных, является сам Путин как маньяк. И вот это подтверждение, что он живет в этой войне, он в нее погружен, в этом месте украинцев. И это абсолютно, конечно, даже не террористическое, а маниакальное поведение. Вот что ты думаешь о его личности и о том, насколько он погружен в эту смертельную схватку с Украиной, которую называют схватку там с Западом совсем? Ну вот ты совершенно прав, я считаю, что сказал, что это действительно месть Путина, потому что ему было рассказано, все представлено до войны, что Украина, значит, под гнетом каких-то нацистов, хотя, опять же, я вообще не понимаю, о чем идет речь. Ты знаешь прекрасно, все эти годы приезжал и в Киев, и в Украину, и, в общем, никаких проблем никогда у меня не было с русским языком. Я действительно понимаю украинскую мову, но не говорю. Говорю на русском либо на английском. Никаких проблем не было ни в одной части Украины. Значит, Путин действительно маниакально, вот это состояние ненависти его, что люди не стали, как ему обещали, встречать его с песнями и плясками, с цветами и с улыбками. И он таким образом пытается мстить. Он действительно мнительный и мстительный человек, мы это знаем, ну, исходя из его изучения его биографии, как минимум. Я не исключаю возможности того, что он сам участвует вот в этих всех, значит, онлайн перетрубации войск. Это такая, может быть, просто в детстве не наигрался, значит, в войнушку и настольные игры. То есть я думаю, что он рассматривает в связи с тем, что он уже действительно не особо может соображать в связи с своей болезнью и вообще вот этим зазеркальем, в котором находится долгие годы, он действительно может как-то так пытаться, значит, маневрировать на столе. Вот. Но в качестве полковника, ну, он звание, как я даже не помню, он подполковником был, да? Значит, нет, он был подполковником, Андрей, потом, наверное, стал все-таки полковником, генералом, не знаю, но тут речь идет о том, просто это уровень руководства. Бригадный генерал это даже, не высший рынок, но высокий. Нормальным. Он даже подполковником нормальным и не был, понимаешь? Поэтому здесь как бы говорит о том, что... Да я не про это. Я про то, что это уровень, то есть он непосредственно хочет видеть конечно, поле боя, там, руководить и так далее, районом боевых действий руководить. А что у нас генерал Шойгу? Он у нас что? Это уровень? Это вот человек, который вообще в армии не был, никогда сам не воевал, не знает ничего. Это уровень российской армии? Этот уровень... Ну, наверное, мы же видим, что это за армия. Да. Да, конечно, ну, потому что во всех сферах коррупция, слава богу, коррупция и там была, да, и сюда дошла, и мы видим, с чем воюет. Я был где шли бои, я ездил вот за Киевом в леса, видел эту технику в лесах подбитую, она еще не увезена и не тронута военными, значит, там вокруг, как мне сказали местные жители, еще не разминированные площадки, но вот, слава богу, я живой, да, в общем-то, посмотрел, полазил по этим машинам, но это же что-то кошмарное. То, что части тел я находил в лесу, это отдельная история, я думаю, что, наверное, зрителям не совсем это интересно или неприятно слушать, потому что смотреть это, честно говоря, тоже неприятно это видеть. Но вот то амбурдирование, в котором они сгорали, и вообще вся техника, это вообще с советского периода. Там, значит, обрывки одежды с советскими этими звездочками, пуговицами. Это советское производство. То есть ничего не сделано за последние годы. Все это хваленое миллиарды, которые тратились ежегодно из российского бюджета, они уходили в трубу, как по всем другим отраслям. Ну, наверное, это, надо сказать действительно спасибо, значит, военным, кто занимался этим обеспечением армии. Вот. А то, что как бы там и, как мы видим, действительно люди, даже людьми назвать нельзя этих членов российской фашистской армии, но они и воевать действительно не умеют. То есть там это пушечное мясо, действительно, которое пущено Путину совершенно по барабану. Какое количество людей поляжет. Жизни людей его не интересует. Его интересуют вот эти вот детские войнушки. Да? И я, честно говоря, не знаю, кто ему сейчас приносит информацию о том, что российская армия там отступает,
или о потерях российской армии. Ему вообще об этом говорят? Ведь последние годы новости плохие до него просто не доходили, и каждый боялся это привести плохую Ну новость. вот, слушай, может быть, говорят теперь, потому что если он действительно погружен в ситуацию на уровне бригадного генерала или полковника, наверное, он видит, что там нет никаких буденовских прорывов, там нет никаких там прекрасных побед, а есть, в общем-то, мясорубка страшная, прежде всего для его армии. Я, честно говоря, не очень в это верю. Я сужу по выступлениям, скажем так, дипломатов российских, которые за рубежом. Ну, я пристально стараюсь следить за дипломатическим составом, потому что, на мой взгляд, ну, в Великобритании вообще нету ни одного такого, там дипломированного специалиста, безусловно, есть, но это все спецслужбы российские представлены, а не дипломатическое ведомство. У нас как такового МИДа-то нет сейчас, да. Они все значит, с погонными или подписанные бумаги о работе на спецслужбы. Поэтому здесь говорить о какой-то дипломатии невозможно. Тем более постоянно брал все года министр иностранных дел Лавров. И, ну вот. Так вот, эти дипломаты, так называемые, они ведь говорят этими шаблонами о том, что это все провокация, это постановки в Буче. Я вот сделал фото и видеоматериалы и распространил их в Фейсбуке, в разные группы. Ну, вот мне приходят ответы. А что это вы приехали, значит, снимать через, там, вы бы еще через 5 лет приехали. Война – это разрушение. Вы нам покажите, как бы, не актеров, да, как бы, не постановки, а, типа, вот реальные вещи. То есть, я не думаю, что Путин говорит правдивую информацию. Я думаю, точно так же идет вот переворачивание и вранье, потому что говоря ему, сказать ему правду, это означает, что последние как минимум 10 лет человек просто вообще в другом действительно измерении, он, наверное, сам осознает, что он в другом измерении. А кто же ему это скажет, значит, кто должен понести будет ответственность, что 10 лет его держали в неведении. Я такого смельчака среди этих ублюдков как бы не могу найти ни одного. Видел, как сегодня Песков там выкруживал с разными воззваниями своими? Ну, расскажи. Но он сегодня, значит, заявлял, что все, операция, как обычно, операция идет, значит, правильно, мы закончим до конца, потому что Путин знает, куда он ведет страну, и население его поддерживает в этом. Ну, вот в этом духе, вот, понимаешь, вот эти все вот, прокламации, ну, думаешь, вот ты идиот или как? Тебе уже 10 пожизненных сроков, как минимум, грозит тебе и всей твоей цензура, да, цензурное слово, семейки. Потому что, ну, это вообще уже, ну, я говорю, иногда вот смотришь на заявление и думаешь, что с головой вообще все в порядке. То есть вот о чем, у них же тоже вот есть дети, там, внуки. И думаю, вот как так-то, вот как вот этим... Андрей, я хочу, у нас остается 3 минуты всего лишь, так, засеки себе мысленно. Хочу спросить вот что. Твой отец, мой кумир, спортивный кумир, моей далеко, совсем детства, 5-летнего, это был вратарь, хоккейный вратарь сборной Советского Союза, очень интеллигентный, очень классный. Твой папа, вратарь Сидельников, 22 номер, Александр. Спасибо. Вот. Никогда его не забуду, это правда мне дарил настроение такое. Я тогда совсем ничего не понимал, но я понимал, вот, видел благородного человека, и по тебе видно, что ты в родителей своих. Вот. И я хочу спросить такое, а что это за феномен пропутинских, пророссийских хоккеистов НХЛ, и вообще спортсменов, и вообще всяких селебрити? Вот уже идет процесс отказа от этого? Или они стоят за Путина, за рейх, за Бучи не было, за идем дальше бомбить Киев до конца? Вот за этим ты наблюдаешь, у тебя 2 минуты, даже чуть меньше. Значит, я, конечно же, пристально слежу за артистами, спортсменами и всеми вот этой сворой обслуживающего персонала путинского режима. Они за войну, конечно, не выступают. Они не отказываются от путинского режима, они не отказываются от Путина, они провозглашают, значит, Путина сам своим царьком, но по войне не высказываются вообще. То есть они заткнулись все эти, вот, за эти 2,5 месяца, они просто заткнулись и стараются избегать всех этих вещей, потому что, конечно, над ними как этот меч висит. Скажи они хоть слово, значит, эти миллионные контракты будут разорваны. Я не понимаю, почему НХЛ до сих пор не разобрал с Овечкиным, вот этим главой Путин Тим, да, значит, контракты, почему они все еще играют. Вот это непонятно.
Ну и просто, видимо, некому заниматься. Необходимо под такого проекта возмездия, необходимо, чтобы в каждой стране просто было по массовости, и чтобы давали пинка этим людям. Необходимо, чтобы такие люди, как Андрей Сидельников, стали транснациональными. Иди и очисти НХЛ именем папы этого прекрасного человека от этой путинской сволочи. К сожалению, время программы подошло к концу. Я страшно тебе признателен. Спасибо, что ты с нами. Спасибо, Да, и сомнений никаких не имел, да, на твой счет. Очень важная деятельность. Ты огромный вклад вносишь именно в войну на стороне Украины. И так би действовали Андрій Сидельников із Лондона, а зараз із Києва. А я хочу подякувати всім нашим глядачам, усім тим, хто підтримує телеканал АТR просто зараз, щоденно, бо лише з вашою підтримкою ми можемо працювати, а працюємо ми постійно. Ми, незважаючи на всі труднощі, ми будемо з вами до перемоги. Наша перемога обов'язкова, російський рейх буде зруйнована, Крим, Сербія, Столоджак, Україна переможе. Дивіться АТR далі.